В администрации Владикавказа состоялась 22-я внеочередная конференция Северо-Остинского регионального отделения партии «Единая Россия». В работе приняли участие председатель правительства Сергей Такоев, депутаты Государственной Думы и секретари политсоветов региональных отделений «Единой России» в СКФО. Также были приглашены представители профсоюзов, предпринимательской среды, науки и средств массовой информации. Конференция была призвана определиться с кандидатами, которые представят «Единую Россию» во время выборов в собрании представителей города Владикавказа по двум округам – Иравскому избирательному округу номер 5 и Барбашовскому номер 29. Должна вам сказать, что отбор был очень серьезный. Этой конференции предшествовало внутрипартийное голосование, которое определило тех людей, которые сегодня были нами предложены. Я очень надеюсь, что эти люди будут достойно представлять нас и во время выборов, и уже когда будут избраны в собрании представителей. Также на конференции подвели итоги Всероссийского форума ЖКХ «Новое качество», который в июне текущего года прошел в Челябинске. Дискуссионная площадка включала в себя несколько злободневных тем – лицензирование управляющих компаний, повышение качества жилищно-коммунальных условий и переселение граждан из аварийного жилья. Генеральный директор Владикавказского домоуправления Руслан Рамонов обозначил нововведения, касающиеся жителей республики. Первое новшество, которое будет введено, это появление новой оплаты для всех участников, для всех собственников многоквартирных домов. Это появление новой оплаты за капитальный ремонт. То есть в сентябре мы уже получаем новую оплату, плата за капитальный ремонт в размере 6 рублей 50 копеек с квадратного метра общей площади жилья в месяц. Это будет помимо техобслуживания? Это абсолютно отдельный вид платежа, которого ранее в Республике Северная Осетия не было. И эти деньги можно двояко накапливать, либо они передаются региональному оператору, либо накапливается каждым многоквартирным домом при образовании, конечно, юридического лица на своем расчетном счете.